Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Казань. Приволжский район. Обычная городская территория ближе к окраине. Несколько поселков, крупные промышленные предприятия, первый и один из самых больших в городе спальных районов Горки. Но именно здесь, в конце прошлого века, началась история печально знаменитых казанских группировок. Каждый коренной житель города слышал о легендарном Тяп-Ляпе. Эту ОПГ создали ребята, живущие в районе завода «Теплоконтроль». Именно Тяп-Ляп в 1970-х годах положил начало казанскому феномену. Следом расцвели ОПГ «Хади-Такташ», новотатарские, борисковские. Криминальные круги пошли по темной воде смутного времени и захлестнули весь город, увлекая в страшные водовороты все новые и новые жертвы. В Приволжском районе города Казани пролегла и ничем не привлекательная улица Авангардная. Дом 149 вместе с соседними двухэтажными строениями и пятиэтажными хрущевками по архитектурной моде прошлого века образует просторный двор. Сараи, гаражи, в центре детская площадка. Вечером 19 октября 1998 года жизнь здесь текла своим чередом. В окнах квартир зажигался свет, запоздалые жильцы после трудового дня спешили поскорее вернуться к семейному очагу, а во дворе все еще играли дети. Малышей уже, конечно, забрали по домам, а вот подростков было не дозваться. В вечерних сумерках их особенно манили гаражи и сараи, там и бегала веселая ватага школьников. Осенью темнеет рано, и к 8 вечера территорию двора освещали редкие фонари и свет из окон квартир. Никто сразу и не понял, что за хлопки раздаются со стороны гаражей. Думали, как обычно, мальчишки взрывают петарды. Из показаний жительницы дома Динары Ниязовны. Вечером, где-то около 20 часов, я находился в спальной комнате, окна которой выходят во двор. В это время я услышала 4 хлопка, похожих на выстрелы огнестрельного оружия. Через 5 минут забежала соседка, сообщила, что на улице лежит человек, и попросила вызвать скорую. Я позвонила 02, оделась и выбежала во двор. События во дворе развивались стремительно, как в боевике. Свет фонаря выхватил из темноты 2 бегущих силуэта. Зазвучали выстрелы. Мальчишки и девчонки стали прятаться за автомобили и забегать в подъезды. Следом спешили испуганные взрослые. Из показаний восьмиклассника Альберта. Я играл во дворе дома с ребятами Юрой, Динаром, Сережей и девочками Лейсан, Мартой и Юлей. Мы бегали вокруг гаражей и сараев. Когда я находился между сараями и гаражами, я услышал громкие хлопки, примерно 4 хлопка. Я увидел, что в нашу сторону бегут 2 мужчин. Один в короткой куртке и без головного убора убегал. Второй в темной шапке и светлом длинном плаще его преследовал. Он был от него примерно в 2-3 метрах и стрелял. Я увидел вспышки. У второго на руке висел пакет, и рука, которой он производил выстрелы, по локоть была в светлом пакете. Первый мужчина бежал по двору согнувшись. Потом как будто споткнулся и упал. Его увидела одна из жительниц, подошла. Он схватил ее за рукав и внятно сказал: «Помогите, помогите». Женщина узнала соседа по дому Владимира Федоровича. Мужчина встал, прошел еще буквально несколько шагов и снова упал. И остался лежать на асфальтной дорожке. Пострадавший лежал на спине и корчился от боли. Из дома выскочила его жена, быстро подбежала к раненому. Она плакала, говорила: «Вовочка, Вовочка», просила его потерпеть. Федорович прошептал ей, что оставил машину открытой, попросил снять с него кольцо, цепочку. Жена стала расстегивать ему ворот рубашки.
Кто-то из соседей принес простыню. Ее положили под голову лежащего мужчины. Во дворе собрались соседи. Приехала скорая. Но до больницы Владимир Федорович доехать не успел. Он скончался по дороге от множественных пулевых ранений и обильной кровопотери. Милиционеры начали опрос свидетелей. На месте происшествия сотрудники уголовного розыска обнаружили 2 пули, гильзы, пятна крови, белые пуговицы, как позже выяснилось, с рубашки убитого. Разыскная собака след не взяла. Погоня со смертельным исходом в обычном дворе вызвала у жителей авангардный шок. Все родные и соседи отзывались о Владимире Федоровиче как о человеке спокойном, добром, неконфликтном. В его биографии не было ничего необычного. Служил в армии, работал водителем, механиком, охранником, подрабатывал частным извозом. Но, как выяснилось, в начале 1997 года у Федоровича возникли разногласия с неким Чапаем, лидером одной из бригад ОПГ «Борисковские». В лихие 90-е криминальные бригады проявляли интерес чуть ли не к каждому маломальски заметному предприятию. Федорович числился охранником на газовой заправке по улице Даурской. Рядом была пескобаза, куда протоптала дорожку бригада Чапая. Он присматривался и к заправке, считая, что там можно сорвать хороший куш. Из показаний жены Владимира Федоровича. Муж мой по характеру скрытный, молчаливый, о своей работе ничего никогда не рассказывал. Говорил, меньше будешь знать, крепче будешь спать. Сначала у Володи с Чапаем были хорошие отношения. Мы даже вместе с семьями ездили отдыхать на природу. В феврале 1997 года Володя пригнал ВАЗ-21099 из Тольятти. Он так мечтал об этой машине. А весной у мужа и Чапая произошел конфликт, очень серьезный. Мне известно, что Чапай угрожал ему ножом, они подрались. Чапай в открытую стал требовать у Володи машину, хотя никаких долгов перед ним у мужа не было. На очередной встрече на пескобазе они хотели разрешить конфликт, но снова поссорились, завязалась драка. Муж защищался, выстрелил в Чапая, ранил его в живот и был вынужден скрыться на некоторое время. Где-то дорогу перешел, по-видимому, Федорович. Вот поэтому. Тогда ведь все решалось так, попроще. Сейчас надо в суд идти, а тогда просто пошли и разобрались. Времена те еще были, конец 90-х годов. Круг подозреваемых казался очевидным. Многочисленные экспертизы, допросы, очные ставки. Было задержано несколько человек, но их причастность к убийству доказать не удалось. Одна из улик все-таки сработала. Зацепку дали пули и гильзы, которые нашли после покушения на Федоровича. Как показали результаты баллистических экспертиз, они были выпущены из 2 пистолетов – Макарова и переделанного газового. Это оружие засветилось в убийстве женщины на улице Восстания, и, как следовало из данных региональной пули-гильзотеки, пистолет Макарова был утрачен в одном из РОВД города. Органы работают МВД. Вычислили, потом обнаружили оружие, и вот с этим оружием как раз и пошло дальше больше. Нашли патроны, пули, которые были произведены, выстрелы из этого оружия, которое у него обнаружили. И все, дальше уже пошла разработка. В начале сентября 1998 года жители дома 87 на улице Восстания слышали, как их соседка Елена Щеглова ссорилась с каким-то мужчиной. И это был не муж, с которым они уже не жили вместе, хотя еще не развелись. С незнакомцем разговор шел на повышенных тонах. Незваный гость стоял на пороге квартиры Щегловой, что-то доказывал и хотел пройти внутрь. Но она его не пускала. В конце концов, мужчина так и не смог пробраться в квартиру и сбежал по лестнице к выходу. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Пятница. И по традиции в эфире капитал-шоу «Поле чудес». С удовольствием приглашаю в студию... Как обычно, в пятницу вечером россияне прилипали к телеэкрану. 4 сентября 1998 года соседи Щегловой по подъезду тоже смотрели легендарное «Поле чудес».
Участники крутили барабан и угадывали буквы, а любимец всей страны Леонид Якубович собирал подарки и раздавал призы. Из показаний соседа Елены Щегловой. Примерно через полчаса после окончания программы «Поле чудес» мы услышали на площадке женский крик «Убивают! Убивают!». Потом прозвучали 3 громких хлопка, топот убегающего человека и дребезжание перил. Когда все стихло, мы выглянули на лестничную площадку и увидели Щеглову. Она лежала в пестром халате на пороге своей квартиры без признаков жизни, ногами на лестничную клетку, головой в квартиру. Три выстрела в голову и шею с близкого расстояния. Таким был приговор беззащитной женщине, которая всего-то торговала цветами на стихийном уличном рынке недалеко от дома. Одним из подозреваемых стал родственник мужа убитой Щегловой, который скрылся в неизвестном направлении. Но оперативные сотрудники получили информацию, что этот человек должен появиться в одном из проектных институтов. В УВД Московского района Казани была создана группа захвата. 1 декабря 1998 года в фойе института сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он пытался оказать сопротивление, но быстро оказался на полу в наручниках. В присутствии понятых у гражданина были найдены 2 пистолета. Один в правом кармане, другой за поясом брюк. Задержанным был житель Казани Владислав Куклин. Владислав, или Вадим, как его еще чаще называли знакомые, родился в Казани. Обычная семья, обычная биография. Закончил 10 классов, потом строительный институт. Недолго проработал по специальности, поступил на службу в МВД. В 1992 году Куклин был уволен из органов по сокращению штатов. В характеристике было сказано, что работал без особого старания. Как и все оставшиеся неудел, пошел в коммерческие структуры. Конец 90-х годов. Куклин, который осужден по этому делу, работал в кооперативе своего тестя. Времена тяжелые, зарплаты нет. Тесть его занял деньги у своих близких, 172, что ли, тысячи. Куклин об этом знает. Останавливает автомашину своего тестя на перекрестке Ершова, улицы Чехова. Тот на УАЗике, эти подъезжают на Ауди, останавливают. Куклин с пакетом, в котором находятся 2 пистолета. Вроде для тестя, взять остановил и остановил. Тот подходит, заглядывает в кабину, говорит: деньги давай. Достает пистолет. Если не отдашь, вот все решим здесь. Тесть, деваться некуда, деньги отдал. Изощренный, надо сказать, тип Куклин. Заранее подготовил расписки, что якобы он у них занимал, тесть его. И вот этого вернул. И, значит, дописал, что деньги получены нами, там никаких претензий к нему не имеется. Когда уговаривал, пригрозил, что если что, вот там у тебя есть жена, вроде как бывшая, но тем не менее не разведенные они были, Щеглова. Я ее убью, а отвечать будешь ты. После этого Куклин несколько раз приходит к его жене, к Щегловой. Та проживала на улице Восстания. Ни о чем разговоры. И в один день приходит, также вооруженный, выстрелами ее убивает. Заказ на убийство Федоровича Куклин получил от одного из ребят бригады Чапая. Тот не терпел у своих подельников непослушания и тем паче употребления наркотиков. Но группировщик Расиль Акмалеев подсел на героин. Чапай был очень недоволен. Велел Акмалееву не попадаться на глаза, пока не завяжет с наркотой. Расиль остался неудел и решил доказать Чапаю, как тот в нем ошибся. Расиль придумал хитрый план для своей реабилитации – наказать обидчика Чапая. Ранивший его Федорович все еще был жив и ездил на новый 99-й.
некий Акмалеев. У него сложились свои отношения с другим человеком, неприязненные Федоровичем. Он нанимает Куклина на убийство этого Федоровича. Обещает деньги. Ну, то есть убийство по найму. Акмалеев, как там пояснили работники пескобазы, он представлялся членом какой-то ОПГ. Страха нагнал. Приезжает на эту пескобазу и неоднократно за несколько рейсов вывозит 82 тонны соли, которую продает, получает за это 50 тысяч рублей, 15 тысяч, не менее 15 тысяч отдает Куклину. 19 октября 1998 года, ближе к вечеру, Акмалеев привез Куклина на своей машине на улицу Авангардную. Куклин поджидал Федоровича у гаражей. Тот подъехал около 20 часов на своей 99-й, остановился, вышел из машины. Из темноты к нему шагнул Куклин. Платой за убийство должны были стать не только вырученные за техническую соль деньги Акмалеева, но и автомобиль Федоровича. На нем Куклин в итоге и умчался с места преступления. Ни по одному из обвинений убийство, грабеж, незаконное хранение оружия Куклин свою вину не признал. Но улики упрямо доказывали обратное. Похожего на него человека видели во дворе на улице Восстания, где убили Щеглову. На одежде подозреваемого нашли микроволокна ткани халата убитой Щегловой. Изъятые у Куклина пистолеты по убийству Щегловой использовались для убийства Федоровича. По убийству Федоровича был проведен следственный эксперимент. Эксперты сделали видеозапись 2 подозреваемых и 4 статистов в одной и той же одежде, светлом плаще и черной шапке. Жители Авангардной уверенно указали на Владислава Куклина, ведь они были буквально в нескольких метрах от стрелявшего. Эти и другие улики стали основанием для предъявления обвинения. Дело передали в суд. Он отрицал все. Он до конца отрицал. Он так говорил, что деньги, да, деньги, поскольку мне должны были, вот мы таким способом нашли, только таким путем смогли вернуть. Никакого оружия у меня никогда не было. Хотя оружие потом изъяли. В отношении Щегловой он говорит, я вот приходил к ней, да, разговаривал, просто, по просьбе тестя уладить отношения. А так больше никаких вопросов. Там тоже были свидетели, которые видели скандал, видели, что он забежал, видели, что он выбежал. Вот оно ведь как получается, доказывание процесс такой сложный, по мелочам, и вот оно вырисовывается картина. А Куклин он никогда не признавал, что да, вот я это сделал, я там плохой или я хороший. Просто отрицал все, оспаривал. Активно очень защищался, причем, я говорю, изощренно защищался. У нас бывали случаи, когда уничтожали протоколы судебного заседания, но это редкий случай. А это вот как раз один из редких случаев. Такой активный человек. Он нигде не признавал свою вину. Он так до конца держался, говорил, что это не он, и вообще невиновный человек. И органы следствия произвол творят, и суд не лучше. В общем, хороших людей в этой среде он не встретил. Все плохие. Вот он один хороший был. Вот примерно такая ситуация. В октябре 1999 года в Верховном суде Татарстана был провозглашен приговор. Расиля Акмалеева осудили на 15 лет. Владислав Куклин был приговорен к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Он не судим, он женат, там и потом и в приговоре учли, что у него ребенок несовершеннолетний, на тот период несовершеннолетний ребенок был, поэтому это смягчающее обстоятельство, никуда от него не уйдешь, поэтому и наказание-то ему назначено было не максимально, а 23 года, с учетом смягчающих обстоятельств. То есть по характеристике нельзя сказать, что вот уже совсем отъявленный
По расположению гильз и найденной пули эксперты сделали однозначный вывод, что стрелок с авангардной представлял реальную опасность для играющих во дворе детей. Чудо спасло жизни Альберта, Юры, Динары, Сережи, Лейсан, Марты и Юлии. Надеюсь, что они выросли умными, добрыми и законопослушными людьми, и пули над детской площадкой стали единственным и давно забытым криминальным эпизодом в их жизни.